Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Испытано на себе». Сегодня я нахожусь в потрясающей мастерской. Возможно, кто-то назовет это кузница сладкого искусства. Называйте как хотите, но сегодня мы будем готовить потрясающе вкусное блюдо. И испытаем на себе интереснейшую профессию кондитер. И в этом мне поможет молодой, но уже такой, знаете, амбициозный кондитер Евгений Бесчетников. Здравствуй, Женя. Здравствуйте. Женя, что будем готовить сегодня? Ну, конечно, понятно, что что-то вкусное и сладкое. Да, сегодня еще раз всех приветствую. Сегодня мы будем готовить замечательный ароматный шоколадный торт Феррера. Феррера – это у нас такие вот знаменитые шоколадные конфетки, где есть внутри шоколадная паста, покрытая молочным шоколадом, покрытая орешками. И это мы превратим все в большой вкусный тортик. Вот так, то есть торт Феррера. Торт Феррера, Это да. такая классика жанра или это что-то твое ноу-хау какое-то? Это даже не классика жанра, оно не особо популярно, но это стало именно моей личной фишкой. Да, вот да, что? когда мне начали заказывать торты на индивидуальный заказ, я разработал рецептуру, полностью продумал от А до Я. А так, такие рецепты доступны, ну, конечно, в интернете, в обширном пространстве. И сейчас... А не жалко-то делиться своими секретами? Нет. Нет? Добрый у нас сегодня Женя, поэтому давай не будем томить людей. И я думаю, знаешь, этот выпуск нашей программы будет полезен не только девушкам, да, которые любят вот сладенькое все. Мне кажется, и мужчинам, потому что сейчас мужчины стали как-то чаще готовить. И тем более вот то самое сладенькое, которое можно приготовить и детям, и любимой супруге, для мужчин это вдвойне приятно. Но не все знают ту самую рецептуру, да? Именно поэтому сегодня в рамках нашего проекта «Испытано на себе» мы расскажем все детально, поэтому обязательно посмотрите, и я думаю, пойдет всем на пользу, правильно? Да. Ну, верно. поехали. Сегодня мы решили поделить нашу программу на 3 блока. Первый блок – это, конечно же, тесто. Мы должны грамотно приготовить то самое тесто. Второй этап – это у нас будет изготовление крема. Крем немаловажен сегодня, и обязательно нужно знать все нюансы. Ну и третий этап – это сборка нашего торта и, конечно же, декор. Поэтому, я думаю, если вы в ближайшие 39 минут будете находиться с нами, все это запомните, все это усвоите, и уже в ближайшие дни порадуете своих близких. Мы начинаем. С самого начала нам нужна основа, а именно наш бисквит шоколадный. Он будет у нас влажный, то есть он не будет требовать особой пропитки и сразу будет использоваться в торте. Итак, для начала мы возьмем наши яйца, 5 штук. Обычно все делят на белки и желтки, но мы не будем этого делать. Сегодня наш помощник будет такой вот планетарный миксер, он забьет достаточно быстро и просто. Добавили щепотку соли. Соль является отличным стабилизатором для белков, то есть у нас смесь будет такой пышной, устойчивой. Также соль является очень хорошим усилителем вкуса. Кто бы мог подумать, да, вот в наше время, Женя, мы сидели с вилочкой, с яйцом, делили на белок и на желток и взбивали вилочкой с сахаром. А что, сахара не надо? Сахар тоже очень нужен, да. Добавляем сюда к нашим яйцам 200 грамм сахара. И все это устанавливаем в наш планетарный миксер. Очень важный помощник на кухне. И взбиваем на максимальной мощности 10 минут. Поехали. Пока у нас взбиваются яйца, я решила немножко отойти от нашего стола и посмотреть, что происходит вообще в этом производственном цеху. Обратите внимание, здесь, можно сказать, царство лепешек. Но это не простые лепешки, это та самая основа для пиццы. И здесь очень вкусно пахнет, ребята работают, не покладая рук. А самое главное, говорят, что этот цех славится именно тем, что это одно из самых чистых производств нашей республики. И, конечно же, мы можем обратить внимание, чистота, чистота и чистота. И это стоит того, чтобы этому удивиться. Все, я думаю, нам уже достаточно. Наша яично-сахарная смесь взбилась в такую вот пышную белую массу. Смотрите, даже вот на лопаточке она вот стекает такой вот красивой ленточкой. Это вот очень важно, это значит, что наши яйца взбились, стабилизировались, и в этом помогла наша соль. То есть без соли бы такого эффекта не было, да? Был бы, но не такой прям такой пышный, такой явный. Так, мне нужна будет твоя помощь. Нам нужно будет смешать сухие ингредиенты. Здесь у нас есть мука 170 грамм и какао 30 грамм. Нам нужно это все будет просеять.
Вот так? Просто так? Да, сыпаем. Так. Да уж. Также Дома не готовлю, но здесь придется. Да, можешь дополнительно взять венчик, чтобы было более удобнее. Так, также для дополнительной пышности нам нужен будет разрыхлитель, 1 чайная ложка. Сюда же. Да, сюда же к сухим ингредиентам, чтобы у нас не было никаких комочков, все было однородное и все смешалось. Просеиваем. Также в обычных классических рецептах приготовления бисквита всегда добавляют либо ванилин, ванильный сахар, но именно вот для шоколадных бисквитов я предпочитаю именно добавлять щепотку корицы. Корица очень отлично сочетается с шоколадными нотками, он аромат становится более такой благородный, насыщенный. Прям, Это твоя фишка, да? да, это именно вот моя фишка, я начал сам добавлять корицу именно вот в шоколадные бисквиты. Так, давай. Также совсем немножко нам нужно будет. Все. Вот так вот просеиваем. Вот так, оказывается, работают кондитеры, а не как я, да? Стояла Можешь тут просто попробовать, вот так вот, да? да. То есть Именно постукивать бить, надо? да, постукивать об ладошку, и А тут до завтра, наверное, стояла. сухая смесь у нас готова. И дальше мы добавляем сюда жидкие ингредиенты. Здесь у нас 100 миллилитров молока. Также смело сюда вливаем. И 70 миллилитров растительного масла, именно без запаха должно быть. Все. И здесь уже самое главное, нужно перемешивать именно лопаточкой от стенок ко дну. Такими вот круговыми движениями. Так мы сохраняем нашу пышность теста, не нарушая структуру, ни в коем случае не венчиком, а именно силиконовой лопаткой. Вот лопатка, она очень хорошо гнется, собирает все остатки со стенок, и мы можем вот так вот легко, Ну-ка, давай без натуги, вот так вот перемешивать. что мне захотелось попробовать, как это делается. Знаешь, Да. я вообще, вот мне проще пойти купить торт. Я не знаю, вот сколько я раз пробовала, ну вот не мое это искусство, не мое это дело. Вот знаешь, болгаркой могу вырезать, лобзиком могу работать, ну в рамках нашего проекта, чего только не пробовала, да. Но вот знаешь, а вот что-то как-то с кондитерским делом у меня дружбы Кондитерское не дело связалась. такое вот очень, конечно, такое тонкое, деликатное дело, где нужна вот практика, насмотренность, да. Женя, вот смотрю на это и прям хочется попробовать. Это пробовать можно вот как пальцем? Дети же делают вот так. Ну, в принципе, конечно, не рекомендуется, потому что яйца все-таки сырые, и на вкус, это такой, вы знаете, сладковатый омлет. Да? А я Да-да-да. вот уже там, прям так и хочется палец опустить. Ну ладно, хорошо, у нас вроде бы я все размешала хорошо, тщательно, дальше. Да, сейчас мы в 3 этапа добавляем наши сухие ингредиенты, чтобы также у нас не было никаких комочков, и все у нас было такое вот однородное. То есть в 3 этапа надо, да? Именно в 3 этапа. И Такой опять же вот так? техникой, да, от стенок ко дну круговыми движениями. От стенок ко дну круговыми движениями. Да-да-да. Также мы сохраняем нашу структуру, нашу пышность, и в итоге у нас будет такой вот пышный, влажный, вкусный бисквит. А я вот все время думала, чтобы тесто, коржи были влажными, их всегда пропитывают. Нет? Именно вот эта рецептура, она заключает в себе, экономит наше время. И это и бисквит, и он в то же время влажный уже. То есть он не требует дополнительной пропитки. Это, конечно, при желании. Если вы хотите, чтобы ваш торт был еще более сочный, еще более влажный, чтобы он прям буквально таял во рту, то, конечно, дополнительно его можно будет пропитать. Да, тем временем Даша опять-таки захотела опустить туда палец, потому что теперь эта смесь уже шоколадная. Она меня все манит и манит. Хорошо, дальше. Так, добавляем наш второй этап. Все можно уже смешивать. Также от стенок ко дну. Вся та же одна технология, одни и те же движения. А под часовой или против, без разницы? Без разницы, как удобно, но больше идут, конечно, по часовой для правшей. Все, третий этап. Да, и добавляем наш финальный этап. Всыпаем сюда полностью. И той же самой техникой мы перемешиваем. Что-то мне подсказывает, что будет очень вкусно. Все, Женя, я устала, передаю тебе. Так, все-таки же один из главных принципов – это не перемешивать слишком долго, потому что все так же мы можем нарушить структуру нашего теста. Все довольно-таки быстро, одним движением. Увидели, что все комочки ушли, тесто стало однородным, прекращаем. Все. Так, и следующий наш этап. Мы должны подготовить нашу формочку для выпекания. Для этого мы берем плоскую такую основу.
Также одним из полезных инструментов это является вот такое вот кольцо, именно без дна. Бортики мы ничем не смазываем, потому что наш бисквит, он будет цепляться за стенки, и так он будет подниматься, ну и самому себе помогать становиться более пышным и устойчивым. То есть никакого масла? Никакого масла, ни муки. Ну, в принципе, чтобы также особо не мыть, да, некоторые смазывают маслом, но обязательно присыпают мукой либо какао. Ну, таким образом не нужно проходить ни ножом, он сразу отходит от формочки. На дно мы стелим пергаментную бумагу силикализированную, да. Просто ставим наше колечко по центру и аккуратненько заливаем наше тесто. Чтобы наш бисквит не был такой вот выпуклый, то есть не было такого вот, получается... Домика. Да, домика. Можно его слегка вот так вот взять, зафиксировать на руках и покрутить вот так вот круговыми движениями. И он проседает как будто Да, бы, он как по центру проседает и немножко такой вот возвышенный именно к стенкам. И так он будет расти, 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 подниматься и зафиксируется. Все, а также у нас будет духовочка, предварительно уже разогретая до 180 градусов Цельсия. И мы сразу же туда отправляем, не ожидаем, не кладем его ни в холодильник, ни на 10-15 минут, никуда. Сразу отправляем нашу печку на 45-50 минут. Проверяем на готовность именно зубочисткой, либо деревянной палочкой по центру до дна. Ну да, и думаю, с этой практикой знакомы все. Итак, 180 градусов, 45 минут. Да, 45 минут. Поглядывая. Поглядывая. Открывать можешь шкаф? Открывать только в самом конце. Как пройдет время, только тогда уже можно открывать. Во время готовки нет. Поэтому, дорогие друзья, сейчас мы отправляем наш бисквит в духовой шкаф. Ну а тем временем займемся кремом. А какой будет крем, мы узнаем чуть позже. Ну и, конечно же, поговорим с вами о декоре. Испытано на себе. Пока наш бисквит запекается в духовом шкафу, мы, конечно же, должны не терять время зря, приготовить тот самый крем. Как сказала Женя, у нас крем будет в двух видах, да? Да, Какой? два вида. Сначала у нас будет крем именно внутренний, это творожно-сливочный крем. И второй крем это уже для выравнивания на основе масла и сгущенного молока. То есть такой будет жирненький торт все-таки, да? Да, и все-таки. масло пусть будет, и... Да, получается, ну именно внутри он будет все равно немножко такой легкий, а именно снаружи нам нужен именно плотный крем, чтобы был он такой устойчивый также, и при транспортировке также был устойчивым и тому подобное. Ну давай, поехали. Так, для начала, для внутреннего крема нам понадобится именно сам творожный сыр. Как выбирать творожный сыр? Творожный сыр выбирать именно по проценту жирности. Это уже нужно начинать от 60, от 65 как минимум и до 80. То есть такой вот промежуток. вот в магазинах же, да, огромный ассортимент творожного сыра, да? Есть Да. же сыр вот даже такой, который вот в совсем маленьких баночках, там, Да. на бутерброды. Для кондитерского дела подойдет такой или нужно брать именно творожный сыр, который подходит именно для кондитеров? Вот, которые продаются именно в таких вот брикетиках, они в основном такие более соленые, солоноватые. И этот солоноватый вкус, он будет очень давать именно в самом креме. Поэтому, конечно, желательно брать уже профессиональные, где там написано подходит, например, и для бутербродов, например, и именно для кондитерских каких-то изделий, десертов. Это обязательно бывает прописано на этикетке. В данном случае у нас это такой вот специальный именно кондитерский творожный сыр. Он такой плотный, однородный. Как видите, ничего не течет. Да, и самое главное, он должен быть охлажденным минимум 6 часов в холодильнике, чтобы можно было с ним уже работать. Так, отправляем наш сыр дижу. Как называется? Дижа. Век живи, век учись, бежа. Так. Добавили наш сыр. Затем мы отправляем сливки. Кстати, о пропорциях. Здесь у меня получается 300 грамм творожного сыра. И столько же я отправляю сливок. То есть уже 300 миллилитров. Именно сливок, процент жирности от 33 желательно до 35. То есть тоже должны быть достаточно такие густые, да? Довольно-таки, да, густые. Именно только тогда они могут взбиться. 300 миллиграмм. 300, да, миллилитров сливок, то есть пропорция 1 к 1. Все.
И также отправляем сюда 70 грамм сахарного песка. При желании сюда можно еще также добавить различные наполнители. Это ванильный экстракт, сахар ванильный, ванилин. Такие же другие еще экстракты бывают, там миндальные и так далее. Все. И опять в тот самый волшебный аппарат. Да, планетарный наш миксер. Получается, мы все сюда залили и просто смешиваем. Сначала буквально 2 минуты на малых оборотах, чтобы у нас сахар растворился, а затем уже постепенно будем увеличивать мощность, чтобы не нарушить также структуру сливок, чтобы сливки не взбились в масло, а именно оставались сливками, но взбитыми. Прошло уже более 10 минут. Наш крем взбился, он стал уже таким вот однородным. А какие могут быть нюансы по поводу вот именно крема? С чем обычно сталкиваются кондитеры? То есть он всегда получается или бывает не получается? Бывает такое, что он не получается, то есть именно сливки, они перевзбились, то есть у них выделяется, они делятся на масло и, ну, так скажем, какую-то сыворотку, то тогда он становится такой творожистый, неоднородный. И там появляется некая жидкость, но есть такой лайфхак, чтобы можно было бы стабилизировать данный крем. Мы берем наш знаменитый желатин, именно быстро растворимый, либо листовой. Нам понадобится, ну, вот на такое количество крема около 10 грамм. Добавляем в отдельный желатин уже 40 грамм холодной воды. Ждем, когда набухнет, потом его плавим на микроволновке, не кипятим, иначе он теряет свои желирующие свойства. И сразу же сюда смело добавляем в крем. Не боимся, что он станет еще более жидким, потому что мы добавляем, естественно, воду в крем, да. И потом уже в самом торте, когда мы будем его собирать, он уже схватится довольно-таки быстро, коржи склеются, и торт уже будет стабильным и, конечно же, съедобным. То есть, в принципе, в твоем деле нет необратимых процессов, да? Нет, есть все-таки необратимые процессы. Ну, когда сгорел корж, к примеру. Да, если сгорел корж, там, растаял прям до воды крем, то уже, мне кажется, ничем не спасти. Уже это ничем уже, не да, надо заново готовить, получается. Ну, слава богу, у нас есть опытный специалист, у нас все как надо, все гладенько, все той самой правильной консистенции. Дальше. Так как мы готовим шоколадный торт, мы должны этот крем сделать шоколадным. Как? Мы добавляем сюда какао, именно 2 чайные ложки какао. Его также нужно будет просеять. Я уже мастер по просеиванию, я знаю, как это делается вот так. Да, очень нужно хорошо просеять, чтобы не было никаких комочков, А потом это и делается крем был вот так. однородный. Да, все именно так. Вот вообще пригодилось. Так, хорошо. И также по старой привычке, по той же технике, ну, у меня уже это, конечно, привычка, от стены ко дну. Также, чтобы аккуратно, сохраняя пышность крема. Все, чтобы наш крем не высох и он был в свежем виде, нам нужно их переложить в такие вот специальные кондитерские мешки. Они очень удобны в использовании, они также одноразовые, то есть их не надо мыть, воспользовались и можно уже сразу выкинуть, получается. Для удобства также мы берем вот такую вот чашу глубокую, делаем вот такие вот манипуляции, надели мешок и туда сразу загружаем наш крем. Ну, это легко. Ничего сложного. Я думаю, в этом нет. Лучше, наверное, сделать так, да? Нет, там именно он не полностью должен войти, чтобы у нас мешок не был слишком полным. Также можно вот так вот. Берем. И мы пока его откладываем, да, до сборки нашего торта? Да, до сборки желательно в холодильник, чтобы он также не был слишком жидкий, а был довольно-таки такой густой. А сколько сейчас в среднем стоит торт? Сейчас в среднем именно считают по килограммам. Это, ну, как я знаю, вот именно медовые, бисквитные торты. Килограмм от 1300 до 1700, ну, большие. Некоторые даже до 2000. То есть средний торт это 1,5-2 килограмма, да? 1,5-2 килограмма получается, ну, Ну, около 3000, да? Около 3000 рублей, верно. Дорогое удовольствие. Ну, как можно себе отказать, да, если ты любитель сладенького? Да, полностью переложили наш крем. Делаем вот так вот, чтобы у нас воздух вышел. И вот так его закручиваем. И отправляем в холодильник. И можно отправить в холодильник.
Испытано на себе. Итак, коржи готовятся, крем готов. Следующий вид крема для, я так понимаю, Именно покрытие торта. покрытия. Давай, рассказывай, что для него нужно. Так, для этого нам нужно, я использую этот рецепт, который я узнала именно от своей бабушки. Это я вот, получается, долгое время, ну, именно вырос в детстве у бабушки. И однажды она сделала такой вот крем. Просто взяла вот такое вот сливочное, размягченное масло. Добавляем сюда нашу емкость. Добавили наше масло. Также при желании можете добавить любые наполнители. Но это именно ванилин, там экстракты. Но в данном случае я ничего не добавляю. И опять же нам нужно будет его хорошенько взбить, чтобы масло у нас насытилось именно кислородом. Именно, ну это все, конечно, такая вот химия. Там именно образуются такие вот пустоты, пузырьки, которые потом там уже будет заполняться наше сгущенное молоко. Таким образом наш крем не расслоится и будет такой же устойчивый и пышный. Взбиваем тоже несколько минут именно до бела. Так, все у нас прошло более именно 5 минут. Наше масло взбилось. Посмотрите, оно стало уже такое вот белое, однородное. Ну да, не похоже на то масло, которое мы сюда положили, да? Да, масло было сначала желтое, потом стало таким вот белым. То есть мы именно добились того, что наше масло именно насытилось кислородом, и сюда мы можем уже добавлять сгущенное молоко. То есть то самое простое, Да, наше, простое, да, любимое. да, может магазинское, например. Чем гуще, тем лучше желательно. Если более жидкое, то уже добавляйте немножко поменьше. Дай догадаюсь, следующий этап – это взять лопаточку и перемешать тем же самым способом от стенки к донышку. Нет, здесь именно также нужно будет нам взбить буквально там минуту-две, и наш крем уже готов. К концу далее что? Так, далее нам нужно уже подготовить наше украшение для самого торта. Украшения, то есть это не те самые посыпки, посыпали и забыли. Да, вот вообще сейчас очень популярно использовать различные украшения на торты. Ну, вообще это даже, я считаю, как отдельный вид искусства. Да. Есть сахарная флористика, кто-то делает фигурки из мастики, кто-то работает с изомальтом. Ну, это то есть как жидкий сахар, да, можно сказать. Из печенья делать, из всего что угодно, из сахарного белка и так далее. Есть меренги, то есть без этого, вот этот сахарный белок, да, ну, это довольно-таки скучно, я скажу. Да, уже приелось. Да, Не удивишь. приелось. Лепить не все умеют, поэтому я нашел такую вот альтернативу. Очень просто. Для этого, для самого начала мы возьмем такую вот миску. И для этого нам нужен будет именно основа. Мы будем делать именно вот эти вот шоколадные конфетки Феррера. Но именно не как точь-в-точь, а именно аналог. Хорошо. То есть это аналог. будет доступно, легко и просто в приготовлении. Что это? Бисквит? Так, это у нас заранее приготовленный бисквит. Вы можете приготовить по тому рецепту, который был в начале, просто поделив его пополам. Вот как видите, у меня здесь есть такая вот половинка бисквита. Либо вы можете взять за основу какие-то кексы, обрезки также от бисквита и его также использовать. Мы сейчас будем делать пирожное картошку, получается. Давай. Мы берем наш бисквит и начинаем просто вот так его разламывать. О, Жень, можно я? Я вообще Да, люблю да, да. в рамках проекта все вот разрушать, ломать, знаешь, не знаю, кажется- делать какие-то некие отверстия в целой, знаешь, такой плитки, да, допустим, бетона. То есть вот вообще все, что разрушать, мне очень нравится. Вот так вот, где бы я еще вот так мяла тот самый бисквит. Это просто, знаешь, такое потрясающее Да, ощущение. кажется, есть такой парадокс, где мы там делаем сначала бисквит все очень нежненько, все очень круто, и сейчас мы разрушаем некий такой тоже бисквит Да. для приготовления Жень, таких до же этого конфет. берегли пузырьки в бисквите лопаточкой, Да, аккуратно да, по да. стеночкам, а сейчас его просто вот так. Готово? Так, нам понадобятся ложечки, и буквально так вот по бруску посмотрим. Так, вот 2 штучки нам хватит. Мгм. И именно вот важный момент, нужно будет работать в перчатках, потому что сейчас мы будем вот так вот перемешивать, именно руками это нужно будет. Просто вот так вот
смело, руками. Я дождалась своего Да, момента. да, именно можешь смешать, чтобы все было такое вот Ой. однородное, и она стала именно такой вот, как пластилин, пластичная, упругая и, главное, однородная. Если бы я работала у кондитера, я бы, во-первых, просеивала какао и муку, а во-вторых, я бы вот так смешивала все. И берем вот буквально вот столечко, вот так вот хорошенько сжимаем его в наших ладошках, перекладывая. Пирожочки в детстве, да, получается. И вот так вот прессуем, чтобы он был такой устойчивый. И уже как пластилин начинаем их раскатывать у нас в ладонях. Пирожное или такая картошка? Нет, именно пирожное. А. Там, получается, взяли просто печенье, которое было дома, смешали Солом. именно с вареньем. И так появилась пирожная картошка. Но Так, это уже дальше. за рубежом. И все это мы просто перекладываем вот сюда вот на нашу подставку, также застеленную. И продолжаем также формировать наши шарики. Нам нужно именно для торта 8 штук будет достаточно, чтобы он именно по кругу был заполнен. Это будет вполне достаточно. Итак, следующий этап после формирования наших конфет мы именно сделать нашу такую вот шоколадную глазурь. Для этого я беру именно темный, можно молочный шоколад, но желательно темный, чтобы вкус был более такой насыщенный. Его можно растопить на водяной бане, либо именно в микроволновке короткими импульсами, периодически помешиваем. Пока я здесь изготавливаю те самые конфетки Феррера, я задумалась о том, что действительно работу кондитера нужно ценить. Знаете, прийти в магазин или заказать готовый торт – это очень просто. А чтобы приготовить его, нужно как минимум несколько часов, как максимум количество огромное продуктов. Ну и, конечно, самое главное – то самое терпение и любовь к своему делу. Ну а еще, дорогие друзья, что я поняла сегодня точно, так это то, что кондитерское дело без того самого планетарного миксера нынче невозможно. Тем временем Женя принес тот самый расплавленный шоколад. Да, наш шоколад уже расплавился. И для этого мы берем вот так вот нашу основу, наши шарики, просто полностью их окунаем в шоколад со всех сторон, чтобы он был полностью покрыт. Теперь аккуратненько берем их и добавляем наши измельченные орешки. В нашем случае это у нас измельченный арахис. Просто И легким взмахом руки незамысловатые картошки превращаются в шикарные Феррера. да, Феррера конфетки, те же самые. Вот. И так мы делаем со всеми нашими шариками. Испытано на себе. Вот он итог нашей многочасовой работы. Первый этап – это было приготовление бисквита, он готов. Далее те самые шарики для декора, которые мы сделали собственноручно. Затем крем номер 1, крем номер 2 и, собственно говоря, наш Евгений, который сейчас поможет все это соединить воедино. Ну и, конечно, обязательно даст те самые лайфхаки, советы. В общем, обязательно даст полезную информацию. Давай, Жень. Итак, для удобства мы всегда можем приобрести вот такую вот вертящуюся подставочку. Еще иногда ее говорят вертящаяся тарелка, получается. И вот такая вот у нас есть подложка. Наш бисквит уже пропекся. Также очень важно, чтобы работать с бисквитом было легко. Нужно как минимум, чтобы он 6 часов, а лучше на ночь сам настоялся именно в завернутой пленке. Тогда он стабилизируется, то есть он не будет сильно крошиться, разрушаться и будет резаться именно легко. То есть вот так быстро-быстро спеху из духовки вот сюда нельзя, да? Да, горячий? потому что горячий нельзя, иначе крем поплывет, торт будет неустойчивым, будет такой же кривой получается. Все, мы разрезаем наш бисквит от краев нашей формы. Вытаскиваем его. Кладем сюда Посмотрите, идеальный. такой вот бисквит. шоколадный корж у нас получился. Он такой уже влажный, сам по себе пропитанный.
пропитывать его, еще раз повторюсь, дополнительно не нужно. У нас получился вот он без горочки, без домика. И визуально этот корж можно разделить на 3 части. Можно воспользоваться линейкой и поделить на 3, либо можно также на глаз. Но я уже делаю на глаз. Делаем вот такие вот 3 надсечки на глаз. Эти надсечки можно также делать полностью по диаметру нашего бисквита, чтобы также нам как чертеж можно было бы так легко ориентироваться. Делать вот такие вот надсечки полностью. Ну, то есть, я думаю, это же не считается каким-то, знаешь, строгим правилом, что бисквит должен быть, то есть тут 2 сантиметра и там. Но именно вот когда при разрезе самого торта очень визуально сразу бросается, какие ровные коржи, как именно ровный слой крема идет между этими коржами. есть здесь очень важна визуально, картинка. да, очень картинка также важна, потому что это все-таки первое впечатление все-таки идет. Стараемся, чтобы наш ножик был всегда параллельно, чтобы он вот так вот не двигался. И вот так вот его разрезаем. Есть же также и другой лайфхак. Делаете, вот получается, такие же вот надсечки, потом берете нитку и вот так вот Срезаете. полностью продеваете и срезаете. Все, мы разрезали наш первый корж. Посмотрите, товарищи, идеальный бисквитный корж. Не зря мы столько часов мучились, не зря мы столько часов ожидали, ждали. И вот оно, чудо свершилось. Идеальный шоколадный корж. Также с оставшимся бисквитом мы делаем точно такую же манипуляцию. Есть еще вот такая вот другая хитрость. Получается, в кондитерских магазинах продаются вот такие вот разъемные кольца регулируемые, которые фиксируются. И с помощью этих колец мы сможем добиться именно такого вот ровного, высокого торта, где именно будет равномерно такой вот слой крема, и коржи будут довольно-таки ровные. Он не будет так скошен, а именно строго прямо стоять. Это тоже очень важно, потому что именно вот строгость торта, она очень бросается в глаза. То есть он именно может быть углы, такой. да. И есть еще вот такая другая хитрость. Используют очень часто ацетатную пленку, чтобы именно сам торт не прилипал к стенкам кольца. Для этого используют ацетатную пленку. Для этого я беру обычную целлофановый пакетик и начинаю просто вот так вот продевать по стенкам, Зачем? чтобы наш торт не прилип к стенкам, и его можно было просто вот так вот легко развернуть, потому что сейчас мы соберем, и дальше я вам покажу. Берем второй целлофановый пакетик. Это все делается для удобства, для чистоты на кухне, чтобы лишний раз не мыть кольцо, и чтобы все было так вот аккуратно и стерильно. Все, затягиваем наше колечко. То есть затягиваем по По диаметру самого коржа, именно всё, бисквита. зажали его так. Да, вот. зажали. Смотрите, как это выглядит. Прижали вот так вот, и все. Все вот там, вон, видите? Все видно? Видно. Так, дальше. И теперь берем наш внутренний крем, который мы сделали именно из сливок и сыра. Попробуй. Так, окей. Чуть-чуть, да? Надавливаем. Да, можешь смелее надавливать, чтобы крем выходил. Таким способом мы добиваемся именно равномерного слоя крема, то есть в каких-то участках не будет, что где-то слишком много, где-то слишком мало, и корж, следующий корж уже будет также лежать на нем ровно. Так. А соотношение какое должно быть, если вот, допустим, по ширине мы смотрим, да, потом в разрезе корж и, допустим, потом крем, да? Ну, вообще принято, чтобы именно корж и слой крема, они выглядели именно одинаково. Ну, для кого-то это бывает то, что прям крема очень много, а есть такие, которые крем не особо любят. У нас остался последний корж. Здесь уже важно именно, мы кладем не пористой стороной, а именно там, где образовалась корочка. Чтобы крем у нас он уже здесь, потому что мы будем покрывать уже
кремом Вот так для давить покрытия. Да, немножко придавливать, чтобы у нас все слои были ровными и у нас все зафиксировалось. А далее? Далее мы эту основу именно закрываем так вот целлофановым пакетиком, чтобы у нас именно верхний поршень высох. И отправляем его, можно в морозильник где-то на минут 15-20, либо можно уже в сам холодильник где-то на часик, чтобы на крем стабилизировался, чтобы он держался, и дальше уже можно его покрывать. Испытано на себе. Итак, наш торт стабилизировался, простоял час в холодильнике. И прям вот здесь ожидание и реальность. Типа, да? Что же у нас в итоге получилось? Да, вот та самая пленка, которая нам пригодилась вначале, мы можем вот так вот просто аккуратно снять. Посмотрите, у нас крем зафиксировался, стабилизировался, тортик полностью охладился. Он пропитался своей собственной же влагой. Чувствуется, что он уже такой влажный. Все, можете вот на это посмотреть. Посмотрите, какой торт ровный. У него соблюден вот этот вот тот самый угол. Крем не поплыл, все очень ровное, коржи ровные, и ничего не нужно нам срезать. Все, идеальный торт готов. Далее. И теперь также с помощью мешка мы равномерно наносим наш крем. Вот так вот. Так же, как и внутри, мы делаем это уже снаружи. То есть вот так. И как следующий ряд. Очень важно держать мешок ровно, неподвижно, надавливать равномерно. Так, ну самое время, видимо, и мне попробовать это, Да, глядя на... можешь попробовать. Это довольно-таки, я считаю, просто. И здесь уже по ходу выравнивания уже можно добавлять, убавлять и далее. Да, вот уже начинается. Да, и очень важно вот так вот крутить. Здесь вот тарелка нам очень сильно помогает в работе. Не нужно трогать сам торт, а именно вот основание только. Боже мой. Даже такое вроде бы легкое задание для меня некое испытание. У меня все вон с пробелами, Женя. Ну что такое-то? Я неравномерно давлю на рукав. Ну, я думаю, в руках опытного кондитера все мои погрешности будут исправлены, да? Мгм. Так, вопрос, как исправить эти погрешности? Вот если к ним переходим все-таки. Так, у нас получились вот, например, вот такие вот мазочки. Мы смотрим на некоторые пустоты и просто вот так вот можем надавить, либо вот так вот дальше продолжить. То есть еще хуже ситуация стала по мне так. Так, и сейчас мы в руки берем именно вот такой вот шпатель. Это кондитерский, он такой вот тоже ровный, прямоугольный. Тут даже есть дополнительная линейка, да. До этого я пользовалась именно строительными шпателями. Но там неудобно то, что они такие вот трапециевидные идут. А это очень мешает нашему, получается, вот, ну, строгости, геометрии нашему торта. Мы ставим этот шпатель прям ровно у основания, перпендикулярно относительно к торту. И уже не надавливая, просто убираем вот так вот остатки. Наши остатки, вот они. Можем просто их вот так вот убрать в другую Ну-ка, тарелочку. попробую. Так, а если это я сделаю в ту сторону? Да, тоже можно, как удобно. Так, ну что, товарищ? А, перпендикулярно. Перпендикулярно. Можно, да, чуть-чуть вот именно относительно вот так вот с наклоном, чтобы удобнее было. Крути, Женя, я держу. Ой, мамочки. Здесь также очень важно, чтобы вот эта вот лопатка, наш шпатель, он не двигался. Вот видите, постепенно наш тортик, он уже выравнивается. То есть заполняются все эти какие-то пустоты, и наш тортик становится ровным. Вот мы и подошли к нашему финальному этапу. Это к тому самому декорированию. В эту шоколадную глазурь можно добавить буквально чуть-чуть растительного масла, буквально пол чайной ложки, чтобы наша глазурь была блестящей. Вроде бы такой нюанс, а именно на визуализации очень классный работает. Также убираем носик, но здесь уже совсем чуть-чуть, чтобы была вот такая вот шоколадная струйка. Все.
И буквально вот у края прям сразу наносим те же самые вот такие вот шоколадные подтеки. Хаотично, Остановись. Теперь моя очередь. поэтому у сразу. края. Да-да-да. И вот так вот постепенно крутить, выдавливать. Чем хаотичнее, тем лучше. Так он, тортик, будет казаться более естественным, как будто на него случайно пролилась шоколадная глазурь. Стоп. Все, мы сделали вот такие вот шоколадные подтеки. Теперь можно сделать наш носик побольше. Шикарно, шикарно. И мы просто достаточно в большом количестве Заливаем выливаем верхушку. верхушку. И выравниваем. И да, распределяем нашим шпателем весь этот шоколад. Дай догадаюсь, что будет следующим этапом. Наши конфетки. Феррера. Да. Также этот шоколад очень хорошо является как, ну, как в роли клея именно для конфет, чтобы они очень хорошо схватились на самом торте, чтобы весь декор он никуда у нас не съехал. Так вот, очень аккуратненько. Стараемся, чтобы все вот это вот, вся эта глазурь, она дальше у нас не вылилась за края, потому что у нас уже есть те самые шоколадные подтеки, которые выполняют уже роль боковой декорации, да, так скажем. Все. Выровняли. И теперь настал момент тех самых конфет Феррера, Как раскладываем? в честь которой назван этот тортик. Раскладываем мы именно вот друг 4 против 4. друга. Да, Давай. 4 на 4. По Выкладывай. центру? Сюда? Нет, да, именно сбоку. Клади. Раз. И теперь смотрим. Эта конфета смотрит вот прямо сюда. И следующая конфета будет уже тут вот воткнута. Так, Теперь- моя конфета. Сюда. Теперь сюда, Моя да. конфета вот сюда. Твоя конфета. Теперь она будет здесь вот напротив. Теперь сюда, сюда и сюда. Мгм. Эта конфета смотрит сюда вот. И следующая вот сюда. И финальный штрих это именно по окружности. Именно у нас оформление как получается как венок. Это один из классических способов украшения. И просто сверху мы, где вот промежности, заполняем нашей шоколадной крошкой. По центру ничего не нужно, потому что это у нас такая вот кольцевая композиция. Так и удобнее резать, и так более красиво. Все, наш торт готов. На этой ноте наш проект «Испытано на себе» подходит к концу. Давай же подведем итоги, Женя. Ну что, дорогие друзья, торты любят многие. Кушать сладенькое, мне кажется, любят все. Но вот трудиться над таким произведением искусства может не каждый. Потому что действительно необходимо, во-первых, уйма времени, трудолюбие, терпение и огромная любовь к этому искусству, потому что по-другому это никак не назовешь. Действительно, устает все, руки, ноги, голова, болит все тело, но оно того стоит, потому что посмотрите, что у нас вышло. Ну а самое главное, это не картинка, самое главное, что внутри, правильно, Жень? Да. И сейчас мы разрежем наш тортик. Вот финальная часть, дорогие друзья. Даже жалко это все делать, потому что столько я вложила в этот торт, что прям не хочется. Пускай стоит, может, нет, недельку. Нет, но мы Нет должны, да, мы должны показать зрителю, что что внутри. Ой, практически как на свадьбе, Женя. Волнения столько. Он твердый, да? Так, и Вот на такой вкусной, сладкой ноте мы завершаем это испытание. А для меня это было действительно испытанием. Женя, спасибо большое. Ну а мы отправляемся пить чай. Увидимся совсем скоро. До новых встреч. до новых встреч!